Вроде остатки там обложки партбилета, скорее всего, потому что он на верхнем грудном кармане находился. Ну вот сам партбилет не сохранился, но вот обложка как-то в таком вот виде сохранился. Бумага, тем более, она висяет слева. Поисковики детально изучают каждую мелочь. Здесь, у подножия Терского хребта, обнаружены останки 4 бойцов Красной Армии. Исследователи предполагают, что их похоронили в землянках при санитарной зачистке местности во время Великой Отечественной войны. Мы это называем санитарное захоронение, то есть трупы бойцов были просто стащены с поля, ну, чтобы не распространялся трупный яд. Такое в годы войны было очень часто. И, на наш взгляд, это небольшая землянка, где были обнаружены останки на данный момент 4 воинов Красной Армии. Они были обобраны, видимо, еще тогда, то есть при них самый минимум вещей. Обнаружены остатки обмундирования, ну как пуговицы с нижнего белья, пуговицы гимнастерок, несколько патронов к винтовке Мосина. Одна из гильз была пуста, то есть здесь известны случаи, когда бойцы делали себе самодельные медальоны, вкладывая в пустые гильзы от винтовки записки. Но, к сожалению, время гильзу не пощадило. Вот, если там записка и была, она полностью утрачена. Узнать данные красноармейцев сейчас не получится. Документы и именные медальоны при них не нашли. Возможно, в этой же землянке могут находиться еще солдаты, поэтому поисковики после эксгумации начнут копать дальше. Между тем, еще одного бойца обнаружили в 200 метрах отсюда. Исследователи уже ведут там раскопки. Здесь точно можно утверждать, что боец находился в огневой позиции до своей кончины. Только за 4 дня поисковых работ удалось обнаружить останки сразу 5 бойцов Красной Армии. Но и это не предел. Экспедиция на Терском хребте будет продолжаться несколько дней. В прошлом году, да, мы находились здесь 44 человека. Вот именно здесь. И, наверное, уже, как сказать, вот именно конкретно здесь работы у нас будут закончены. То есть мы этот участок отработали и будем таким же образом по другим холмам. То есть раньше, если велись работы наверху. Как бы низ почему-то мы обходили стороной. Вот сейчас решили, наоборот, спуститься по низам и вот будем каждые хребты так вот обходить здесь. За неполных 12 лет поисковой деятельности в Малгобекском районе обнаружены останки 158 красноармейцев, и это не считая тех, кого удалось найти сегодня. Имена 8 человек установлено. Останки 4 переданы родственникам, остальных перезахоронили со всеми воинскими почестями. В 2019 году удалось идентифицировать и личность Михаила Пышкина из Подмосковья. Его дочь Лидия Михайловна вот уже десятки лет ждала вестей об отце на родине. На войну он ушел, когда ей было всего 1,5 года. Так благодарна ингушетии, что они нашли, вспомнили. Я же его теперь могу захоронить, положить к своей маме. Я на могилу буду ездить к ним уже. Моя мама, она его всю жизнь ждала, она его всю жизнь любила. Я знаю, что он был очень веселый и любил петь, очень такой рукодельный, все умел делать. Ну, парень погиб на 26-м году жизни. Малгобекская оборонительная операция стала частью битвы за Кавказ, Великую Отечественную войну. В те годы Малгобек стал символом всесоюзных рекордов по добыче нефти. Осенью 1942 года советские войска в районе города Воинская Слава вели тяжелые бои против превосходящих сил войск Германии. После упорных боев, захватив часть города, немцы пытались прорваться в Алханчурскую долину, чтобы двинуться далее на Грозное и Баку. В январе 1943 года город был полностью освобожден от немцев. Акцент был сделан на молниеносный захват бакинской, грозненской нефти. И это как раз операция начиналась из-под Малгобека, вот здесь. И в 1942 год, это сентябрь месяц, август, конце августа, 25 августа немцы переходят через реку Терек, и начинается Малгобекская стратегическая оборонительная операция. И он продолжается до конца 1942 года. И здесь в ходе около 4 месяцев, здесь на Терском хребте, здесь линия фронта идет всего 28 километров, и за эти 4 месяца полегло более 120 тысяч бойцов Красной Армии. И представьте себе, насколько это была ожесточенная война, и насколько сильно хотел враг захватить Малгобекскую нефть.
Экспедиция «Вахта памяти-2022» организована в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память». Здесь работают поисковики как из Нижнего Новгорода, так и из Дагестана. Будем работать где-то до 15 числа. Дело в том, что нам позвонили с Комитета молодежи Республики Дагестан и руководитель их регионального отделения. Они очень сильно хотят, чтобы мы приехали к ним. Там они обнаружили место падения самолета и хотели, чтобы мы там как бы поработали. И придется нам оставшиеся там 5 дней работать до 20-го, до 22-го работать в Республике Дагестан. Будем поднимать там самолет, ну или остатки самолета. Бойцов предадут земле, как и положено, со всеми воинскими почестями. Торжественное перезахоронение по традиции пройдет в канун Дня Победы рядом с памятником неизвестному солдату. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.